Матч со столичной командой «Звезда БГУ» в столице Полесья ожидался с большим интересом. Еще бы, ведь в этом поединке мог быть забит 1000-й мяч в истории мозырского футбола. Как вы понимаете, отчет ведется с 1992 года, с первого суверенного чемпионата Беларуси, и тогда счет голам открыл Андрей Василец. И в чем-то символично, что именно он сегодня директор футбольного клуба «Славия Мозырь». Продолжая экскурс в историю, вспомним, что 100-й мяч пришелся на долю Романа Мелешко, который тоже, как и Василец, полузащитник. И так случилось, что 1000-й гол провел тоже игрок этого амплуа Александр Раевский, к слову, воспитанник мозырского футбола. Такие эмоции только положительные могут быть. Когда бил пенальти, даже не думал об этом, что 1000-й гол, потом уже в раздевалке уже ребята напомнили. Но очень приятно, конечно, войти в историю такого клуба. Клуб с большой историей. Только положительные эмоции. Посвящу своим родным, своей девушке, брату, племяннику, братьям на Украине. Любопытно, что гол Саша забил с пенальти, причем его попытка была второй. Проба игрока Славии Мозырь забит мяч с 11-метровой отметки. Вначале штатный пенальтист клуба Денис Лаптев не совсем удачно пробил поворотом соперника, но судья усмотрел в действиях футболистов «Звезды БГУ» нарушение, и удар должен был быть повторен. На этот раз к точке, как это говорят в футболе, подошел Раевский, и 1000-й гол состоялся. Наверное, этот гол задал тон всему матчу, в котором хозяева поля смотрелись лучше соперника. И несмотря на минимальную разницу в счете 4-3, победа подопечных Юрия Иосифовича Пунтуса была заслужена. Кстати, 2 мяча в этой встрече провел Лаптев, который таким образом реабилитировался за свою неудачную попытку с пенальти. И еще один мяч на счету Олега Страхановича, самого опытного игрока Славии Мозырь, который после 8 туров с 16 набранными очками возглавляет турнирную таблицу первенства в первой лиге чемпионата Республики Беларусь по футболу.